наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда, трагизм и величие, скорбь и радость. Все это победа. Праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает все более важное место в нашей жизни. Сейчас перед вами выступит участник театральной студии «На краю» средней общеобразовательной школы номер 62 Трофимов Алексей. Борис Васильевич, а зори здесь тихие, отрыв. Он все вложил в этот удар. Все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скобоченную дверь, прыжком влетел в избу. Хэндехо! Они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал. В угол метнулся к оружию, но Восков уловил этот прыжок и почти в упор всадил немцу пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина вдруг забыл все немецкие слова и только хрипло кричал: «Легай! Легай! Легай!» Нет, ни крика они испугались, ни гранаты, которые размахивал старшина. Просто подумать не могли и в мыслях представить даже, что один он на много верст, один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли, все четверо легли, пятый прыткий самый уж на том свете числился. И повязали они друг друга, аккуратно повязали. А последнего Федот Евграфович лично связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу. Он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал: «Что, взяли? Взяли, да? 5 девчат, 5 девочек всего было, всего 5. Они прошли вы и никуда не пройдете, и сдохните здесь, все сдохните!» Спасибо большое. Накануне великой даты Дня Победы мы рады приветствовать вас на вечере памяти, посвященном 90-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника, легендарного пограничника Александра Григорьевича Викторова. Сегодня в зале присутствуют родные и близкие Александра Григорьевича, а также представители Московской и региональной общественной организации выходцев из Чувашии Товарищества офицеров сыны Отечества и Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство». Слово для приветствия предоставляется директору Национальной библиотеки Чувашской республики, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Светлане Михайловне Стариковой. Добрый день, дорогие участники мероприятия, организаторы этого мероприятия. И примите от меня слова благодарности за организацию такого очень важного и значимого для нас всех сегодняшнего мероприятия в канун великого праздника Дня Победы. Мы давно уже в течение 5 лет дружим, можно сказать, с общественной организацией «Сыны Отечества». И я очень благодарна, что фонды библиотек в течение этих 5 лет пополняются просто удивительными книгами. Книгами о людях, о которых нужно помнить.
о поступках, которые они совершают, нужно знать молодым, вспоминать тем, кто жил в эту эпоху, которая описывается в книгах. И они служат сохранению памяти народа. Вот сегодня вот молодой человек прочитал отрывок из произведения Бориса Васильева, и я вспомнила, Борис Васильев говорил: о войне нужно писать правду. И писать об ужасах войны. О них нужно знать и понимать, чтобы мы могли объединяться. Ведь только объединившись, можно что-то сделать большое. И вот сегодня здесь разные поколения в зале. И накануне праздника я хочу пожелать всем, конечно, мира, добра, чтобы родители, чтобы не было этих страшных событий, чтобы они не повторялись. И только через свою любовь к Родине, к окружающим нам, мы можем сохранить мир. Очень бы хотелось, чтобы родители не теряли своих детей, чтобы дети не теряли своих родителей вот в таких просто страшных событиях. Всего вам самого доброго. Я благодарна всем, кто сегодня принимает участие в нашем мероприятии. И хотелось бы сказать, что вот очень хочется, чтобы те, кто в первый раз в библиотеке, посмотрели нашу библиотеку, могли показать нашу библиотеку, рассказать, чем мы занимаемся. И сказать, что двери библиотеки для вас всех всегда открыты. Мы всегда вас ждем. Ждем на встречах с молодыми людьми, ждем на встречах с нами, с работниками библиотек, потому что вы можете дать нам очень многое. Только лицом к лицу с людьми, которые могут своим примером показать, как нужно поступать, как находить выход из сложных жизненных ситуаций. Только тогда можно, в принципе, стать человеком достойным, которым бы могли гордиться в первую очередь родители, друзья, односельчане и, в общем-то, в конечном итоге страна. Спасибо большое, еще раз всех поздравляю. Пожалуй, нет в нашей стране пограничника, который хотя бы однажды не слышал о генерале Викторове, о том, как Александр Григорьевич не раз отличался в боях за Родину в годы Великой Отечественной, как заслужил всеобщее уважение своей доброжелательностью и отеческой заботой об окружающих, высокой ответственностью и принципиальностью. Участник Великой Отечественной войны Александр Викторов прошел путь от солдата до генерала. Более полувека он находился в боевом строю и никогда не тяготился выпавшей на его долю нелегкой, бесконечной службой, беспокойной службой, наполненной тревогами, заботами и напряженной работой. Приветливая улыбка генерала и его лучистый взгляд неизменно вызывали у людей особое доверие к нему. Не случайно долгие годы в погранвойсках с фамилией Викторова ассоциировалась чуткость, внимательность и трудолюбие. Давайте подробнее узнаем о его судьбе. Я вам предлагаю посмотреть документальный фильм о генерал-полковнике Викторове, подготовленный киновидеостудией Пограничного музея ФСБ России. Большие технические проблемы.
Небольшое село Иваново Цивильского района Чувашской республики. Со всех сторон окружают его перелески, поля, луга, живописные овраги и холмы. Недалеко протекает речка Малый Цивиль. Летом она чуть видна, зато весной становится сильной, могучей, полноводной. В Иваново родился известный пограничный военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник Александр Григорьевич Викторов. Он прошел трудный путь от солдата до генерала. Более полувека находился он в боевом строю и никогда не тяготился выпавшей на его долю нелегкой, беспокойной службы. Приветливая улыбка генерала, его лучистый взгляд, доброжелательность, доступность неизменно вызывали у людей особое доверие и уважение. Деревенский уклад жизни, непритязательный крестьянский труд, воспитание родителей еще в детстве заложили в Александре Григорьевиче прочную нравственную основу, закалили его характер. Саша родился в бедной крестьянской семье. Это был 1925 год. Но семья была большая, и он с детства был приучен к труду, ко всякому крестьянскому труду. Все умел делать. Вот. В школе он учился хорошо. На него никогда не жаловались. И вот, а когда ребята уже много играли на улице в то время, сейчас не ходят, и они часто играли, ребята, в войну. И вот такой был у него в детстве эпизод. Когда началась война в Испании, вот все знали, что там идет война, и он захотел иметь такую же пилотку, как у республиканцев испанских. И попросил маму, чтобы она ему шила такую пилотку. Пилотка, он все время в ней ходил. И вот когда играть куда ходил, все, и однажды у него двое ребят хотели отобрать эту пилотку. Но он не хотел, чтобы это, он считал, что как это враги, раз хотят отобрать. Он пилотку спрятал за пазуху, а они налетели на него с кулаками. Потом там двое его друзей помогли ему отбиться, но один из тех хулиганов воротник оторвал почти что у пальто и ударил его. И вот он все-таки пилотку отстоял, домой пришел радостный, довольный. Мама говорит, что с тобой, ну Шура, ну где же ты находишь себе приключения всякие? Он говорит, мама, зато мы победили. Когда началась война, Александр Викторов учился в Цивильском педагогическом училище. Сразу же после окончания учебного заведения он работал бригадиром в родном колхозе и преподавал в школе. В январе 43-го 17-летнего Сашу Викторова призвали в армию и направили в Чкаловское пулеметное училище. Окончить полный курс обучения Александру не удалось. Его с однокурсниками выпустили досрочно, ведь со дня на день должно было начаться грандиозное сражение на Курской дуге. Помощник командира пулеметного взвода младший сержант Викторов попал на фронт в самое горячее время. И вот первый бой. Рота Александра обороняла высоту по нижнему скату, которой проходила шоссейная дорога. Фашисты обрушили на высоту шквал артиллерийского огня. После массированной артподготовки последовала атака. Рота, потеряв большую часть личного состава, стала отходить. Остановить отступавших без приказа бойцов было некому, все командиры погибли. И тогда, в критический момент боя, инициативу на себя взял младший сержант Викторов. Он по-пластунски добрался до одного из пулеметов и кинжальным огнем из Максима накрыл густую вражескую цепь. Очередная немецкая атака захлебнулась. За этот подвиг Александра наградили медалью за отвагу. Осенью 43-го года сержант Викторов стал помощником командира взвода разведки. Здесь он тоже отличился. Его группа за линией фронта захватила 2 офицеров-гитлеровцев, от которых удалось узнать важные сведения. За этот подвиг гвардии сержант Викторов был награжден орденом славы 3-й степени. Эта удачная разведка круто изменила дальнейшую жизнь Александра. Через несколько дней после награждения отличившегося фронтового разведчика отправили в Уфимское военное училище. Присвоение первого офицерского звания Викторову совпало с победоносным окончанием войны. Молодого младшего лейтенанта направили служить в пограничные войска.
Вместе с молодой женой Любой офицер прибыл в Выборг. Приехал я за ней. Она в одной деревне фельдшером работала в медицине. А я, младший лейтенант, приехал и говорю, жениться приехал. Домой в село приехал, а ее нет. Говорят, она у вас там в деревне за 40 километров работает. Причем чувак из деревни, а мы с русского села. Я говорю, а как туда? Какая дорога, что? А там вот туда едешь, а потом 16 километров пешком надо идти. А это октябрь месяц. Давно ли пошел? Нет, грязь была такая. Хромов в сапожках, младшему лейтенанту, не так просто. Но добрался. Добрался. Говорю, все, кончай свою медицинскую деятельность, едешь со мной на границу. Она говорит, как? У меня подписан документ, 3 года должна отработать. Я говорю, пошли со мной сейчас в это самое проезда. Пришли туда, я говорю, вот я, это жена моя, я увожу, снимайте ее с работы. Они говорят, а откуда ты взялся? Я говорю, я младший лейтенант с границы, пограничник. Ну, с пограничника использовать не стоит. Они тут же освободили ее, и я умер. Так началась наша. Приехали в село, там, говорю, свадьбу. Все, готовим свадьбу, все. Решили, что будем праздновать 6 ноября. А 30 числа октября ее отец с фронта возвращается. А то не был его. И моего не было, он тоже на фронте. Но должен приехать. Мы с ним записали. И он что такой? Отец приехал ее, открывает дверь, деревню, знаете, как там. Страна встречается победителей. Это он. О, мы все, нас много молодежи было, зашумели все. Вот как раз с вами. Он на старшую сестру говорил, на старшую дочь. Галя, за кого ты выходишь? Она как я за кого не выхожу. А какая же свадьба? Люба выходит. Как Люба выходит? Она еще маленькая. Ее понять. Говорит, вот за это младший лейтенант. Он говорит, вот за Шурку пусть идет. И вот она, главная строка в военной биографии офицера Виктора, назначение в пограничные войска, службы в которых он отдал всего себя без остатка. Это о нем сказал поэт. Судьба звала на полигоны, сулила взлетов и удач, дарила звезды на погоны и много ставила задач. За 5 лет напряженной службы Викторов стал капитаном. В 1950 году его, как перспективного офицера, послали на учебу в Высший институт КГБ СССР. После его окончания он служил в Закавказье комендантом пограничного участка, заместителем начальника штаба и начальником погранотряда. Так вот, в Петербургском отряде Александра Григорьевича назначили майором, начальником пограничного отряда. Отряд, мягко если сказать, не блистал дисциплиной, порядком и так далее. И вот когда он приехал и начал с простого. Общение с людьми, человеческое общение. И через год инспекторская проверка Главного управления пограничных войск. Отряд получает отличную оценку. Люди любили начальника отряда. Ну, я был, правда, в таком еще возрасте 1 класса, но достаточно ярко помню. Чечевский отряд мне запомнился. Почему? Потому что он очень своеобразный. Это горы Аджарии, граница с Турцией. Очень специфичный отряд, потому что нарушений в те времена достаточно часто бывали. Находился он в горах, в ущелье реки Аджари-Схали. Горная река, значит, дорога, естественно, такая узкая, одна машина проходила, серпантины, и с
снабжения и вообще с большой, как бы сказать, землей была связь только этой дорогой и, естественно, вертолетом. Зимой дорога вообще не функционировала, заваливала снегом, никто не убирал, поэтому я до сих пор помню, как вертолетом в отряд доставляли и продукты, и вывозили, если нужно было, больных. Вот. Так что, вот, хотя условия в самом отряде были достаточно хорошие, я помню, что все дружно очень жили, семьи офицеров, солдатам всегда женщины готовили на праздники, торты как-то, пироги пекли, все очень было дружно и достаточно по-братски жили все. Поэтому, наверное, на этом и держалась хорошая служба, которая трудна-то была там. У Александра Григорьевича еще в Батуми, когда он был начальником отряда, был водитель Ваня Ячин. Вот на его примере можно сказать его отношение к людям. Он закончил службу, еще много-много-много лет всегда писал Александру Григорьевичу письма, просил советов, где-то по жизненных каких-то решений вопросов, и Александр Григорьевич никогда не отказывал, отвечал. И это касается буквально всех солдат даже, и я уже не говорю про офицеров, которые с ним когда-то служили вместе. Александр Григорьевич был достаточно было один раз, если кто-то с ним встречался, и он уже в памяти оставался. Вот его притяжение людей к себе, оно просто, и вот человечность и любовь к людям, она, конечно, вот беспредельно совершенно. И, конечно, доброта. Это его качество, которое вот неотъемлемо от него. Ну, я уже не говорю про профессионализм и любовь к родине. Это само собой разумеющаяся вещь. Поэтому его всю жизнь до конца его дней уважали его буквально, начиная от руководителей партийных органов при советском власти и сегодняшние, которые помнят его, руководители большие все помнят и с любовью вспоминают, и фамилия Викторовых, она всегда на устах у всех. Только с доброй стороны его помнят. Но я хочу сказать, что еще. Вы знаете, в Санкт-Петербурге, когда скончался Александр Григорьевич, проводы решили, где вот можно устроить последние проводы. Ну, решили так, что вроде как в доме офицеров или в управлении. Но большие руководители нашего города решили, что нужно отдать самый такой памятный, наверное, и значимый достаточно Таврический дворец. В Таврическом дворце были проводы. Было очень много народу, конечно, и были и гражданские лица, очень много, было много сказанных слов, и со всей России, в общем-то, кто приехал проводить его в последний путь. Это тоже вот такая черта, определенная того, что его, это самое, память его, она. В 1967 году, уже в звании полковника, Викторов окончил военную академию генерального штаба и получил назначение начальником штаба Северо-Западного пограничного округа. В 1969 году стал генерал-майором, а через 3 года был назначен начальником войск Закавказского погранокруга. В 1975 он получил новое назначение, стал командующим войсками Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. В этой должности Викторов служил до августа 1993 года.
такое впечатление, что он сам своими ногами прошел всю северо-западную границу. Он знал каждого начальника застава. Он знал, где какой пост выставить. И не прибегая к подготовленным материалам, он спокойно, с указкой, картой давал установку команды начальникам пограничных отрядов. А тогда был период, когда на военный совет приглашали начальника пограничного отряда, командира части и начальника политотдела. И вот такое впечатление, что он, все знает. У него был страшно, я бы сказал, педагогический такт и педагогический ум. Он умел донести до человека все то, что он хотел сказать не криком, и команда от него исходила из учения, а не приказной форме. Это очень здорово. Он умел выстраивать свои взаимоотношения с руководством республик. Об этом я потом уже встретился на Закавказье, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркмения. Точно так же и на северо-западе. Он прекрасно дружил с Григорием Васильевичем Романовым, Зайков Лев Николаевич, Соловьев Юрий Филиппович, Носарев Данил Павлович, начальник управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Выстраивал прекрасные взаимоотношения с взаимодействующими органами Ленинградского военного округа, Северного флота, Ленинградской военно-морской базы. Нам было не то, что хорошо служить, нам комфортно было служить и отдавать все свои силы на службе границы вот при таком командующем. Генерал-полковник Викторов прошел славный боевой путь офицера-пограничника, на котором было немало трудностей. Однако нужно признать, что они только закалили его волю и характер, укрепили веру в себя и в дело, которому он посвятил жизнь. Даже на пенсии он не сидел дома, а возглавлял региональную ветеранскую организацию. Родина высоко оценила его трудолюбие и личное мужество, его многолетнюю безупречную службу, наградив семью орденами и 20 медалей. Сегодня пограничная застава, на которой начинал свою службу генерал-полковник Александр Григорьевич Викторов, носит его имя. Каждый день напротив бюста Викторова произносятся священные для каждого воина зеленой фуражки слова. Приказываю выступить на охрану государственной границы. Имя генерала носит музей средней школы поселка Опытный Цивильского района Чувашской республики. Руководитель школьного музея Надежда Никандрова по крупицам собрала много сведений о своем прославленном земляке. Школьники гордятся им, хотят быть на него похожими. И кто знает, может быть, через несколько десятилетий какой-нибудь сегодняшний чувашский мальчишка станет генералом-пограничником. Как вы уже поняли, из документального фильма Александр Григорьевич Викторов родился в Цивильском районе. И вот в Цивильском районе, в поселке Опытный, в средней общеобразовательной школе есть музей имени Александра Викторова. О работе музея сегодня расскажут директор школы Галина Георгиевна Фадеева и руководитель школьного историко-клинического музея Надежда Геронтьевна Никандрова. Передаем слово. Добрый день всем присутствующим. Завтра мы с вами празднуем замечательный праздник. Наш самый главный праздник – День Великой Победы. Я думаю, очень символично, что в канун этого праздника сегодня мы вспоминаем имя одного из людей, которыми действительно может гордиться Чувашская республика, гордится Цивильская земля, и, несомненно, это один из лучших сынов России. Александр Григорьевич Викторов – участник Великой Отечественной войны. Об этом уже было сказано, что 18 лет мальчишкой еще он ушел на фронт и достойно вынес все тяготы этой войны и вел себя героически. Мне довелось познакомиться с Александром Григорьевичем в начале 90-х годов.
когда в поселке открылась новая школа, мы с помощью и по инициативе, можно сказать, также еще одного замечательного человека, Марии Ивановны Богаткиной, основали в школе музей. По крупицам собрали материал в этот краеведческий музей, благодаря ее помощи огромной. И когда Александр Григорьевич приехал в очередной раз к себе на родину, он побывал в нашем музее. Музей ему очень понравился. И каждый раз, приезжая на родину, он всегда приходил к нам в музей. Вот уже тогда я заметила действительно ту его главную черту, о которой сегодня многие говорили, его заботу о людях, его отеческую заботу, его умение выстраивать отношения с людьми, его огромное внимание и участие в жизни окружающих. И он всегда был очень неравнодушен к своей малой родине, очень ее любил и старался сделать все возможное, внести хотя бы малую лепту в то, чтобы его малая родина, его село, школа, которая находится в этом поселке, росли и развивались. И вот благодаря помощи Александра Григорьевича мы в 1990 году приобрели для нашей школы легковой автомобиль УАЗ-3151, который служил в нашей школе верой и правдой почти 10 лет. И всегда с благодарностью мы помним об этом. Он всегда очень активно участвовал во всех мероприятиях в районе, которые проходили, будь то Августовский педагогический совет, будь то Цивильская Тихвинская ярмарка или Акадуй. И очень большой интерес он всегда проявлял сельхозопытной станции, которая у нас работает в поселке. Огромный интерес он проявлял к тому, как сегодня развивается сельское хозяйство, и чем мог, всегда помогал и поддерживал землякам. За это мы, конечно, его помним, уважаем, и, несомненно, это тот человек, которым мы гордимся. Сегодня у нас замечательная школа, современное образовательное учреждение, где есть все для того, чтобы дети могли бы реализовать себя, осуществить свои мечты. И я думаю, сегодня Александр Григорьевич гордился бы своими потомками, потому что наши дети достойно сегодня выступают и на районных, и на республиканских олимпиадах, конкурсах. Они замечательно себя показывают и в районных военно-патриотических играх, «Зорница и орленок», являются победителями и призерами республиканских игр. Они прекрасные спортсмены. И я думаю, действительно, вот тот пример, который являл для нас Александр Григорьевич Викторов, это пример служения Родине, служения по чести и совести. Вот за этот пример мы ему очень благодарны, как педагоги прежде всего, потому что это тот пример, на котором мы можем воспитывать сегодня молодое поколение. И хочу выразить от себя огромную благодарность организаторам этого вечера памяти. И, конечно же, поздравить всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы. Пожелать всем мира, добра, счастья, благополучия. И, конечно же, чтобы никогда наши дети не увидели войны. Спасибо. Спасибо большое, Галина Георгиевна. А сейчас я хочу предоставить слово учащимся и руководителю школьного историко-краеведческого музея Надежде Герольцевне Никандровой. Здравствуйте, добрый день, уважаемые участники мероприятия сегодняшнего. Я также хотела присоединиться ко всем поздравлениям сегодняшним. И действительно, малая родина – это то место, которое всегда помнит человек. Малой родиной Александра Григорьевича Викторова было село Иваново. Село Иваново на сегодняшний день не имеет школы, поэтому мы, средняя школа поселка Опытный, считаем себя преемниками Ивановской, Земской когда-то школы, потом Ивановской 7-летней школы, и продолжаем ее традиции. И считаем, что именно мы, земляки Александра Григорьевича, должны чтить память
о своих героях, об Александре Григорьевиче. Сейчас я хотела бы рассказать немного о деятельности нашего музея. Затем наши учащиеся, члены Совета музея, покажут вам презентацию о семье Александра Григорьевича. И, может быть, какая-то информация будет повторяться, перекликаться с фильмом. Я думаю, это еще раз закрепит ваше знание об этом славном человеке. Итак, наш музей открыт в 1989 году, как сказала наш директор Галина Георгиевна, 17 июня. При помощи и при большом участии еще одного жителя, выходца из села Иваново, участника Великой Отечественной войны Марии Ивановны Богаткиной. Вы видите фотографию торжественного момента открытия нашей школы, нашего музея в школе. Наш музей работает по многим направлениям. Здесь вы видите направление нашей работы. Это и поисковая работа, это исследовательская работа, это и памятные вечера встречи с интересными людьми. Основные формы работы, это, конечно же, экскурсии, это уроки, в которых мы изучаем историю родного края, изучаем историю Великой Отечественной войны, встречаемся с известными людьми не только нашего населения, но и с гостями из других республик, даже других стран. В нашем музее побывали гости, мы посчитали, из 6 стран, на 6 языках, точнее, в нашей книге благодарности есть записи на 6 языках. В нашем музее 10 разделов, вы видите название разделов на этом слайде. И хотелось бы обратить ваше внимание на то, что история наш школьный исторический музей рассказывает также об истории нашей школы, как происходило становление нашей школы. И один из последних разделов нашего музея посвящен нашим выпускникам, выпускники, военнослужащие. Мы долго думали, как рассказать о наших выпускниках. Наша школа осенью отпраздновала, в прошлом году отпраздновала 25-летний юбилей. Выпускников у нас очень много, известных людей, и спортсмены, и кандидаты наук, и учителя, и врачи, и артисты. Мы решили, что мы расскажем прежде всего о наших выпускниках военнослужащих. И вот новый стенд появился в нашем музее «Выпускники военнослужащие». Конечно, можно много рассказывать о деятельности музея. Я хотела бы обратить ваше внимание на несколько таких значимых мероприятий, которые были проведены в последнее время, в последние годы. Прежде всего, это, конечно, присвоение музею имени генерал-полковника Александра Григорьевича Викторова. Это произошло в 2007 году. Это было очень торжественное мероприятие районного уровня. Мы пригласили очень много гостей. Прежде всего, родственников Александра Григорьевича, сестру Галину Григорьевну, племянников. Мы пригласили родственников других героев наших земляков. И в торжественной обстановке нашему музею было присвоено имя генерал-полковника Александра Григорьевича Викторова. Также в 2010 году мы отмечали еще один славный юбилей. Это столетие нашего еще одного земляка, героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Павла Ивановича Иванова. Тут несколько фотографий вы видите с этого мероприятия. Учениками нашей школы была высажена аллея памяти, и мы за ней ухаживаем. Также мы отмечали 300-летие Михаила Васильевича Ломоносова. Была проведена районная научная конференция, в которой выступали учащиеся со своими работами об ученых, земляках, наших земляках. Также выступали сами ученые, и очень много было интересных моментов, связанных именно с научной деятельностью, потому что в последнее время, вы знаете, интерес к науке возрастает. Мы считаем, что наш музей внес определенный вклад в эту работу. В 2012 году вся Россия отмечала 200-летие Отечественной войны 1812 года. Мы также не могли остаться от этого мероприятия вдалеке, поэтому организовали выставку по делам учащихся, посвященных Отечественной войне 1712 года, и провели конкурс юных экскурсоводов. Видите фотографии с этого конкурса, а также победители экскурсоводов. Еще одним славным земляком нашим, выходцем из села Иваново, является известный историк-фактолог Николай Сергеевич Аксыбышев. Он очень много времени посвятил, очень много сил посвятил изучению истории Отечества, истории России. И
в 2014 году, 12 декабря, отмечалось 240-летие со дня его рождения. Нами, Советом музея, также была проведена очень большая работа, и была организована научная конференция, научно-исследовательская конференция, открытая, районная, и также учащиеся выступали со своими работами про этого выдающегося историка Фартунова. Также в прошлом году отмечали 60-летие освоения целины, и мы пригласили в гости наших первоцелинников, и очень приятно было еще раз встретиться с нашими давними друзьями нашей школы, друзьями нашего музея, сестрой Александрой Григорьевичем Викторовой, Галиной Григорьевной Теслер и ее супругом. Они первоцелинники, они нам рассказали о том, как это было тяжело, какие трудности были во время освоения целины. И вот так фотографии. В декабре 2014 года мы отметили память Александра Михайловича Михайлова, выдающегося композитора, чувашского автора гимна Цивильского района, также уроженца села Иваново. И встретились с преподавателем детской школы искусств Валентиной Ивановной Емельшиной, и она нам передала в наш музей очень ценные экспонаты, связанные с деятельностью Александра Михайловича Михайлова. Из последних событий, конечно, хочется отметить празднование, подготовку к 70-летию Великой Победы. В нашем музее, в нашей школе проводится очень много мероприятий, несколько мероприятий, в которых принимал участие непосредственно музей и члены Совета музея. Прежде всего, это акция «Знамя Победы». Знамя Победы установлено в нашем музее на самом почетном месте, рядом с экспозицией, посвященной Александру Григорьевичу Викторову. Членами Совета музея были прочитаны все фамилии, имена, отчества всех участников Великой Отечественной войны, уроженцев нашего поселения. Тех, кто не вернулся с поля боя, тех, кому удалось вернуться. Была подготовлена выставка баннеров героев той войны «Несмолкин слава». Учащиеся подготовили такие небольшие баннеры о своих родственниках, о своих прадедушках, прабабушках, участниках Великой Отечественной войны, работниках тыла. Также был проведен конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы. Выступали учащиеся начальных классов и до выпускников. Было очень интересно, было очень волнительно слушать стихотворения. И оказалось очень много у нас призеров. Почти все прочитали очень хорошо стихотворения и стали победителями и призерами. Несколько слов хотелось бы сказать об экспонатах музея. Вот те, кто не был в нашем музее, чуть-чуть очень коротко пройтись по экспонатам. Прежде всего, это предметы быта и утварь. У нас есть старинный амбарный замок, который всегда привлекает внимание посетителей, и им очень интересуется. Особенно гости из-за границы просят всегда показать, как он действует. Детали ткацкого станка, рубели и остальные предметы, которые, конечно же, лучше увидеть воочию. Старинные лампы, 10-линейная лампа, утюги старинные, у нас их целый набор, целый комплект утюгов. Старинная одежда. Как уже было сказано, село Иваново – это русское село, и поэтому представлена одежда русской женщины. И немного хотелось бы о наших достижениях. Наш музей принимает активное участие в этих мероприятиях, республиканских и российских, которые связаны с деятельностью музея. Мы неоднократно становились и призерами, и победителями различных республиканских конкурсов, юный экскурсовод, конкурс сайтов музея, конкурс электронных презентаций музея. И более подробную информацию я предлагаю вам посмотреть на сайте нашего музея, который находится на сайте нашей школы. Поэтому все желающие, найдите, пожалуйста, сайт средней школы поселка Опытный, и с левой стороны есть баннер, посвященный нашему музею. Спасибо большое за внимание. Всех приглашаю в нашу школу, в наш музей. Сейчас наши ребята, девочки, члены Совета музея, расскажут об Александре Григорьевиче Викторове. Презентация, подготовленная на районную конференцию, исследовательскую конференцию.
организацию в своей деревне. В 1928 году избирается первым председателем колхоза, 1905 год. Кем же работал до начала войны. С первых дней и до окончания Великой Отечественной войны находился на фронте. Войну закончил в Берлине в звании старшего лейтенанта. После демобилизации в 1946 году вновь был избран председателем колхоза, 1905 год, и возглавлял его до 1957 года. С 1957 года и до ухода на пенсию в 1965 году работал председателем Ивановского сельского совета. Был награжден орденами и медалями. Является персональным пенсионером. Мать Екатерина Степановна Викторова, девичья фамилия Храброва, родилась в селе Иваново Цивильского района. Родила и воспитала 3 детей. До 1972 года жила в селе Иваново, потом переехала в поселок Опытный. Всю свою жизнь, вплоть до пенсии, проработала в колхозе. Была очень веселой и общительной, любила петь, постоянно участвовала в самодеятельности. Екатерина Степановна была очень добрым, чутким, гостеприимным, трудолюбивым человеком. Сестра Дина родилась в 1928 году в селе Иваново Цивильского района. После окончания Цивильского медучилища поступила на работу в лабораторию Цивильской районной больницы, где проработала до ухода на пенсию, почетный донор СССР. Сестра Галина родилась 22 августа 1937 года. После окончания Чувашского сельскохозяйственного института в 1960 году была направлена на работу в Казахстан. Проработала там 23 года. В 1983 году вернулась на родину, в Чувашию. До ухода на пенсию в 1993 году проработала на опытной станции экономистом, а после главным экономистом. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, живет в поселке Опытный Цивильского района. Александр Григорьевич Викторов родился 24 августа 1925 года в селе Иваново Цивильского района, в бедной крестьянской семье. В 1932 году Саша пошел в 1 класс в школу села Иваново. Там он закончил 5 классов. В 1938 году отца Саши перевели на работу в Цивильск. Ему пришлось перейти учиться в другую школу. В 6 и 7 классе Саша учился в Цивильской школе номер 1. Вспоминаю свое детство, когда мы бегали в городской парк играть. Верховодил веселый озорной Шура Викторов. Он умел зажечь своих сверстников замыслом игры. У него уже тогда проявлялись хорошие организаторские способности. Вспоминает его одноклассница. Саша занимался спортом. Особенно любил лыжи, коньки, футбол. Участвовал в художественной самодеятельности. В 1939 году Викторов закончил 7 классов и поступил в Цивильское педучилище. Мечтал о самой мирной профессии. Хотел быть учителем. Окончив в 1942 году педучилище, Александр Григорьевич начал работать в Ивановской школе учителем и одновременно выполнял работу бригадира колхоза, так как все взрослые мужчины ушли на фронт. В январе 1943 года, когда ему не было и 18 лет, его призвали в армию. В 1943 году Александра Викторова направили в Чкаловское пулеметное училище. Однако учебу закончить не удалось. Курс выпустили досрочно, и в звание младшего сержанта его отправили на фронт. В одном из боев, в критический момент, заменив погибшего пулеметчика, Александр Викторов помог своей роте выиграть трудную схватку с фашистами, за что получил первую боевую награду – медаль за отвагу. Из текста приказа от 19 сентября 1943 года по 169-му гвардейскому полку 1-й Московской краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии Брянского фронта о награждении личного состава медалью за отвагу. Командир расчета станкового пулеметного
5-й стрелковой роты гвардии сержант Викторов Александр Григорьевич в боях за высоту 231 Орловской области 6 сентября 1943 года умело организовал поддержку пехоты огнем пулемета. Смело выкатил пулемет на открытую позицию, уничтожил 6 солдат противника. Через некоторое время Александра Григорьевича Викторова, энергичного, физически крепкого, перевели в войсковую разведку помощником командира взвода. Не раз он выполнял боевые задания в тылу врага. Однажды разведчики получили задание добыть языка, и группа разведчиков проникла в тыл врага. Неожиданно они натолкнулись на немецкую колонну. Командир разведчиков и его помощник Александр Григорьевич Викторов приняли дерзкое решение – атаковать колонну. 4 разведчиков подошел вплотную и открыли огонь, в то время как остальные отсекли офицеров и захватили их. Александра Григорьевича Викторова и командира взвода наградили орденом славы 3-й степени. Из наградного листа представления к ордену славы 3-й степени от 18 декабря 1943 года. Командуя взводом разведки батальона 16 декабря 1943 года в районе деревни Козлово Витебской области устроил засаду. При движении колонны противника зашел хвост колонны и с 4 бойцами с криками «Ура!» бросился на противника. Из неравной схватки вышел победителем, захватив в плен капитана и лейтенанта артиллерии противника, которых доставил в штаб. В январе 1944 года, после контузии и лечения в госпитале, Викторова направили на курсы в Уфимское пехотное офицерское училище. Выпуск состоялся 9 мая 1945 года, в День Победы. Почти 50 лет своей жизни посвятил Александр Григорьевич защите рубежей нашей Родины, пройдя путь от рядового до генерала-полковника. Александр Григорьевич часто бывал на своей малой родине, в селе Иваново. Любил общаться с родными и близкими. Эта фотография сделана во время одного из последних посещений Александром Григорьевичем своей малой родины. Память о генерал-полковнике Александре Григорьевиче Викторове навечно сохранена в нашем школьном историко-краеведческом музее, который носит его славное имя. Мы гордимся своим земляком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Спасибо большое. Кто, как не близкие родственники, лучше всего знают и помнят Александра Григорьевича Викторова. На нашу встречу приехала его младшая сестра Галина Григорьевна Тесларь. Пожалуйста, Галина Григорьевна, вам слово. Я очень, конечно, благодарна и рада, что так вот приветствует моего старшего брата. Ну что, о детстве его я рассказать не могу, потому что я родилась через 12 лет после него. И только со слов мамы могла что-то вот знать. А так лучше я скажу, что он был очень хорошим, добрым человеком и никогда не забывал своих родных. Помогал всегда в трудные минуты. Скажем, кто-то приболел или что, даже вот, когда у меня сын, мы жили в Казахстане, сын тяжело заболел, он сразу сказал: приезжай сюда, здесь тебе поможем. А мы жили в таком месте, ну как, далеко от разных больниц хороших. И вот всегда, кто бы ни обратился к нему, он всегда был очень добр ко всем. И еще хочется сказать, что он редкий год не приезжал домой к маме, хоть на 2 дня, но все равно заглянет. В моей памяти, вот сколько он всегда старался, или едет куда-то на соревнования, он очень много спортом занимался, когда моложе был, конечно.
на лыжные соревнования, в футбол играл. Обязательно, хоть на пару дней, но заглянет к маме. Обязательно. И уже будучи постарше, на больших должностях, все равно всегда приезжал к маме домой. И очень много разговаривал с земляками. Идет, если он шел по улице, и кто-то ему встретился навстречу, он обязательно остановится и поговорит, побеседует. Вот я не знаю, что еще можно сказать. Так много тут о нем говорили, и все в кино показали, и дети вот рассказывали. Спасибо всем, что помнят его, что чтят так хорошо его. Спасибо. Сегодня на нашей встрече присутствуют гости из Москвы, представители региональной общественной организации выходцев из Чувашии, товарищества офицеров «Сыны Отечества». Эта организация была создана в 2003 году. Ее основная задача – военно-патриотическое воспитание молодежи республики. «Сыны Отечества» объединяет в своих рядах более 400 человек, военнослужащих в воинских званиях от рядового до генерала и адмирала. Организация имеет свое знамя, на котором начертано «С верой в Россию, с любовью к Чувашии». Ее участники объединились не по национальному, а по территориальному принципу. Среди сынов Отечества есть чуваши, русские, татары, украинцы. Все они считают Чувашию своим домом и гордятся ею. Несколько раз в год приезжают в республику для проведения различных мероприятий с ветеранами и подрастающим поколением. Я хочу предоставить слово доктору военных наук, полковнику, первому заместителю руководителя региональной общественной организации товарищества офицеров «Сыны Отечества» Ивану Николаевичу Николаеву. Дорогие земляки, прежде всего хотел бы поблагодарить руководителей Национальной библиотеки за то, сотрудников второй школы опытной, что вы подготовили накануне великого праздника такое замечательное мероприятие. Действительно, вот посмотрев фильм, послушав родственников, сестру, детей, которые работают в школьном музее, видно, что это был выдающийся человек, образец для подражания, и тем более участник Великой Отечественной войны. Завтра мы отмечаем очень великий праздник, День Великой Победы. И вот я считаю, что для молодежи это наглядный пример тому, как надо служить Отечеству, каким надо быть человеком не только по службе, но и по жизни. У нас здесь в составе делегации приехало много курсантов, это будущие офицеры, это ребята, которые из Чувашии поехали учиться в Москву, в различные военно-учебные заведения. Я считаю, что для них это, как и для нас тоже, в общем-то, кто уже много послужил, было очень познавательно и еще раз соприкоснуться к жизни такого, ну, не побоюсь этого слова, великого человека. Ну, вообще скажу так, если по армейским, воинским понятиям, пограничные войска не такие уж большие, и там достичь звания генерал-полковника, это надо быть таким же, в общем-то, человеком, что действительно, в общем-то, это величайшее, в общем, достижение, тем более вот для выхода из Чувашии. Считаю, что он показал путь, каким путем можно достичь высоких результатов. Это целеустремленность, желание трудиться, не покладая сил и времени. И вот даже здесь сидит у нас Александр Мясников, который был сценаристом этого фильма, который мы смотрели. Потом он еще книгу там написал про него. Я вчера прочитал, узнал, как он там поднимал этот отряд пограничный. Здесь вот было там выступление, сказано, что в воспоминаниях генерала-майора, сослуживца, что он в течение года-полтора отряд, который числился самым плохим
вообще в пограничных войсках. Сделал отлично. Там комиссия не могла даже поверить, как так за год можно это сделать. И перепроверяли там. И он дважды подтверждал, что отряд именно отличные знания. Поэтому я считаю, что мы сегодня прикоснулись к судьбе выдающегося сына чувашского народа, Чувашии, и будем учиться жить. Надо стремиться быть похожим на него, на таких людей. В Чувашии, конечно, много у нас известных людей, которые оставили яркий след в жизни республики, и не только республики, и России. Но вот один из них вот Александр Григорьевич Викторов. В свою очередь, завершая свое выступление, хотел бы всем присутствующим пожелать здоровья, благополучия, достойно прожить свою жизнь, чтобы мы могли всегда, в общем-то, достойно представлять свою родину, и малую, и большую. Ветеранам здоровья, молодежи дерзать, пока молодые. Ну и здесь наш руководитель нашей организации, вице-адмирал Ильин, написал участникам данного мероприятия очень добрые слова. Мы хотели бы это обращение его вице-адмирала Ильина, уроженца Комсомольского района, вручить в школе номер 2. У вас там вот, наверное... Номера нет школы. Там нет, ну... Просто школа поселка. Ну да, активисты у нас первая, вторая школа. Мы у вас были в школе, прекрасно знаем вас, да, в музее у вас были. Спасибо большое. Да, Спасибо. там почитаете. Спасибо большое, Иван Николаевич. Большую помощь в подготовке и организации сегодняшнего вечера оказал полковник, лауреат премии ФСБ России в номинации «Изобразительное искусство» и премии «Золотое перо границы» Александр Германович Мясников. Александр Германович и товарищество «Сыны Отечества» передали в дар Национальной библиотеке большую коллекцию книг по военно-патриотическому воспитанию. Некоторые из этих книг представлены на нашей выставке, вот там на стеллажах вы видите. Среди них также 30 экземпляров книги Александра Германовича Мясникова «Добра, мотивы не иссякнут». Вот она у меня в руках, и также вот тут на журнальном столике эти книжки расположены. Это сборник публикаций о земляках, людях, посвятивших свою жизнь служению великой России и малой Родине. Рисунки в этой книге выполнил сам автор. Сборник предназначен для широкого круга читателей. Автор гордится своими земляками, своей малой Родиной. Вот что он пишет в этой книге. «Все мы пьем воду из чистого родника нашего сказочного края. Я душой и сердцем ощущаю, знаю и вижу. Из поколения в поколение чувашская земля дарит родной стране ярких и заметных личностей, героев и истинных патриотов своего Отечества. Из поколения в поколение уроженцам этих мест передается любовь к родной земле, уважение к своим предкам и твердая убежденность, что ни словом, ни поступком нельзя осквернить их память». Истинным патриотом своей страны был и Александр Григорьевич Викторов, которому посвящена в этой книге отдельная глава «Служил по совести и чести». Материал для этого сборника автор собирал по крупицам, дополняя его воспоминаниями родственников и земляков. Хочу предоставить слово автору этой книги Александру Германовичу. Уважаемые земляки, идея проведения этого вечера у меня появилась 2 года назад. И чем больше я погружался в тему, тем сильнее чувствовал, каким, можно сказать, великим человеком был генерал-полковник Викторов. Когда я собирал материал, это моя первая публикация, она вышла в «Границе России», я общался с многими людьми, которые хорошо знали Александра Григорьевича. И все, буквально все, говорили о нем только самые теплые слова. Я хотел бы вручить 2 памятных адреса от очень известных людей в пограничных войсках. Зачитывать я не буду, потому что многие здесь устали, хотя я считаю, что можно было, конечно, и зачитать полностью, что пишут. Первый поздравительный адрес я вручаю в школе поселка Опытный.
Это от генерал-полковника Еремина Александра Михайловича. Александр Михайлович детские годы провел в городе Чебоксары. Он учился в Чебоксарской средней школе. И вот он с удовольствием написал о нашем земляке самые добрые слова. Я передам школе, передаю. Да, и еще один адрес. Вы видели, когда показывали фильм, выступал Федор Александрович Шламов. Это воспитанник и ученик Александра Григорьевича. Вот он тоже написал. И вот такой момент здесь в фильме не видно. Когда он рассказывал, я брал большое интервью, порядка 30 минут, он рассказывал о своем наставнике. Где-то на 10-й минуте у него просто слезы вот пошли. Вот какие слова он пишет. Я буквально так тезисно. Лично для меня, как уверен и для многих других, Александр Григорьевич поистине был не только командиром и начальником, но прежде всего отцом, наставником, учителем, ведущим нас. Можно сказать, как путеводная звезда по жизни и службе. Следующий отрывок. Да, его авторитет был огромен и непререкаем, как отца в большой дружной семье. Мы не грустим сегодня, а с уверенностью говорим, вспоминая Александра Григорьевича, спасибо жизни, что она подарила нам, всем, такого человека, и дала возможность быть рядом, внимать его речам, учиться и служить Родине под его началом. Вот такие теплые слова говорят о нем достойные люди. Уламов, он был заместителем главнокомандующего пограничных войск. Сейчас он возглавляет силовую структуру в Минфине. То же самое я передаю директору школы. И еще мы провели конкурс сочинений детских. И хотим наградить победителей конкурса. Дипломом первой степени награждается Доронина Светлана Игоревна, средняя образовательная школа номер 10, город Канаш. Спасибо за участие в конкурсе. Дипломом второй степени награждается Максимова Екатерина Олеговна. Средняя школа города Канаша. Спасибо за участие. Дипломом третьей степени награждается Яковлев Артем Николаевич. Средняя школа поселка Опытный, Цивильского района. Вот идет он, будущий генерал, наверное. Да. Спасибо всем за то, что вы нашли свободную минуту и почтили память нашего заслуженного земляка. Спасибо. Сегодня на нашем вечере товарищество «Сыны Отечества» представляет также Геннадий Александрович Викторов, писатель-публицист, член Союза писателей Чувашской Республики и Союза журналистов Российской Федерации, автор книг из серии «Библиотека сынов Отечества». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня стали свидетелями очень большого мероприятия, которое стало возможным благодаря офицеру, члену товарищества «Сыны Отечества» Мясникову Александру Германовичу. Идея вот этого вечера созрела в его голове, он уже сказал об этом, что 2 года назад он уже начал думать об этом.
Я считаю, мероприятие проводится очень хорошо. И вот эту инициативу «Память о генералах Чувашской земли» нужно поддерживать вот в том виде, в котором мы сейчас видели, да, в виде видеофильмов, рассказов. Нужно создавать такие мероприятия. Почему я об этом говорю? Потому что мы сегодня узнали об одном из великих сынов военачальников Чувашской земли, генерал-полковнике Викторове. У меня есть список выходцев Чувашской земли, 143 генерала у нас. Вот о каждом хотелось бы вот в таком виде рассказать, создать вот такие фильмы. И сегодня у нас в зале присутствует руководитель Союза кинематографистов Чувашии Олег Цыпленков. Он, кстати, снимает наше мероприятие. Вот хотелось бы с ним поговорить на эту тему. Можем ли мы создать вот такие фильмы, чтобы сохранить память о героях, об участниках войны, о генералах, и что для этого нужно? Здесь у нас творческий коллектив большой, сыны Отечества, творческие люди. Вот хотелось бы поговорить. Олег, скажи нам, пожалуйста, что нужно и можно ли вот так сделать про каждого генерала, выходца с Чувашской земли? Ну, не можно, а обязаны сделать. Должны, это наш долг. И, конечно, это очень хорошее предложение. Я думаю, что наши кинематографисты, члены нашей организации, конечно, обязательно будем снимать фильмы про наших героев, про наших земляков. Большое спасибо за это предложение. Жаль, что раньше не сделал. Очень хорошо, что Союз кинематографистов поддерживает. И я думаю, в сотрудничестве с сынами Отечества, у нас много инициативных людей, при помощи Национальной библиотеки мы можем продолжить эти серии и также собираться по праздникам и смотреть в этом прекрасном зале. Теперь следующая инициатива моя, о которой мне хотелось бы сказать. На днях вышла книга «Сыны Отечества», том 7. В каждой книге я рассказываю о участниках войны, о героях, о генералах. Вот в этой книге рассказано о 23 участниках Великой Отечественной войны. Они все герои. Материалы я собирал по школам. Александр Германович это рассказывал, что нелегко собирать материалы. Действительно нелегко, поэтому я прошу участников вот этого нашего вечера готовить материалы о своих дедах, которые участвовали в войне. Есть деды, которые участвовали? Вот давайте готовим совместно материалы, чтобы продолжить вот этот выпуск. Вроде у меня все. И, Иван Николаевич, вот мы хотели выйти с инициативой, чтобы Национальной библиотеке нашей республики присвоить имя академика Волкова Геннадия Никандровича. Вот об этом мы можем как-то говорить? При присутствии всех сказать, что мы проведем обязательно протоколом нашего собрания офицерского, выйдем с ходатайством на республику. Это, по всей видимости, на Министерство культуры надо будет выйти. Мы это сделаем обязательно с просьбой о присвоении имени академика Волкова Национальной библиотеки Чувашской. Это мы сделаем. Это очень хорошо. Я думаю, многие присутствующие поддержат наше желание. Теперь я хотел бы сейчас заявить о том, что вот эти книги, которые я выпустил тиражом 1000 экземпляров, я дарю количество 700 штук Национальной библиотеке для распространения в библиотеках Чувашской Республики и в школах. Всем желаю здоровья, поздравляю вас с наступающим праздником, с великим праздником, Днем Победы. Спасибо. Заветное слово Светлана Михайловна. Я просто хочу тоже подарить книги. В этом году у нас еще есть юбилейная дата. Это 100-летие Константина Иванова. И мне хочется подарить вот книгу «Наш спин» Геннадию Александровичу. Да. Историю предков Чувашии и книгу Александру Германовичу. год юбилейный. И у нас год Константина Иванова в этом году в республике, год литературы. И, конечно, очень приятно, что в год литературы мы получаем столько книг. И
вообще, конечно, вот предложение, к сожалению, вот вместе с людьми уходит память. И поэтому, если мы не сохраним на материальном носителе то, что мы знаем об истории, о людях, а ведь историю делают люди. И если не писать о них, не записывать воспоминания, не делать фильмы, мы просто не сохраним историю. Конечно, вот это предложение, идеи, и если библиотека сможет тоже помочь в сборе материалов, мы всегда с удовольствием это сделаем, собрать архивные материалы, собрать, потому что библиотека хранит все, что было издано. Вот сейчас мы оцифровали газеты, изданные в 41-45 годах. На сайте это «Красная Чувашия» газета. На сайте нашей библиотеки на первой же страничке любой может ознакомиться. Прям хроника газеты с 41 по 45 годы. Также мы можем собрать и материалы, то, что написано в печати периодической, о людях, о которых мы хотим действительно создать фильмы, написать книги. Поэтому мы с удовольствием будем партнерами в этой работе. Спасибо. Я хочу поблагодарить за книги, которые нам подарили. Они пойдут в фонд или в библиотеку товарищества Отечества. Я думаю, нашим молодым курсантам очень полезно ознакомиться с этими книгами. Будете изучать, а мы, старшие товарищи, будем принимать у вас экзамены. Спасибо за предложение сотрудничества. Мы готовы. Сыны готовы работать. Сыны Отечества готовы работать, чтобы сохранить память о наших дедах, о наших героях, об участниках войны. Спасибо большое, Геннадий Александрович. Конкурса «Когда поют солдаты», автор-исполнитель Ирина Рябчикова. Любимую песню Булат Шаловича Акуджава «До свидания, мальчик». Ах, война, что ж ты сделала подлое? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, поскорее возвращайтесь назад. Вы не кланяйтесь, будьте высокими, не пугайтесь ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки поскорее возвращайтесь назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что идете
праздником, 9 мая. Здоровья, радости. До свидания. Спасибо большое. Это была автор-исполнитель, лауреат конкурса «Когда поют солдаты» Ирина Рябчикова. В этом зале присутствует председатель правления Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» Анатолий Борисович. Добрый день, уважаемые участники этого сегодняшнего мероприятия. От Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» хочу поздравить вас с наступающим великим праздником 70-летием победы советского народа над фашизмом. А также хочу объявить благодарность от пограничников за сегодняшнее мероприятие, организаторам этого мероприятия. Нам, пограничникам, вдвойне приятно, что наши земляки не забывают нашего пограничника, который прошел путь от солдата до генерала-полковника Викторова Александра Григорьевича. Наша общественная организация проводит очень много мероприятий. Мы 2 года подряд, позапрошлом году и в этом году, провели автообег по местам захоронений наших ветеранов, наших афганцев, которые погибли, 9 пограничников, которые погибли в Афганистане, а также 2 героев России, Смирнова и Константинова, а также подполковника ФСБ Руслана Желудкина. В прошлом году мы в этом автобеге также посетили музей имени Александра Григорьевича Викторова. Нам было очень приятно посетить этот музей. Мы оставили запись в книге костей. А вам, уважаемые молодые люди, брать пример с таких людей, с пограничников. Они первыми принимают бой, а также последними выходят. Вот, допустим, в Афганистане они вышли только из Афганистана после 3 года. В 1992 году, а в Афганистане вывели войска в 1980 году. В этом году делегация нашей общественной организации «Пограничное государство» приняли участие в акте памяти 2015 года. Они в составе поисковой группы побывали в Тверской области, подняли 55 останков красноармейцев РКК, а также нашли 3 медальона. 2 из них при вскрытии испортились, но 1 медальончик отправили на экспертизу. Очень будет приятно, что если вот эта записка будет, ну, еще 1 человек будет, имя человека будет возвещено. Уважаемые молодые люди, курсанты, школьники, я вас призываю дружить с спортом, учиться хорошо и быть готовым к защите нашей Родины. Пользуясь случаем, также, кстати, хочу сказать, мы участвуем в параде Победы. Вот из Москвы тоже приехали выходцы офицеры из города Москвы. Ихняя коробка парадная тоже участвует. Вот, командиру парадного расчета офицеров Сына Отечества Николаеву Ивану Николаевичу хочу вручить медаль памятную за участие в параде Победы. Мы выпустили, пограничники, медаль в честь 70-летия Победы, а также за участие в параде Победы в городе Чебоксары. Потому что действительно пограничники Чувашии за последние годы очень сильно развернулись. Они начали работать недавно, но пару лет назад.
но они столько проводят мероприятия и спортивные, и патриотические. И мы стараемся вместе с ними сотрудничать, тоже участвовать в различных мероприятиях. У пограничников много достойных сынов. Вот сегодня мы говорим про генерала, но у вас есть вот здесь вот присутствует, например, Александра Константиновна Желудкина, мать пограничника, настоящего героя, который в возрасте 33 года погиб, выполняя свой служебный долг. Это настоящий пограничник, который имел выбор или предать и остаться живых, ну, жить дальше, совестью в душе, наверное, мучаясь. И второй был путь принять смерть достойно и остаться на веках в памяти людей. Вот он выбрал второй путь, это пограничник, подполковник, и вот прославил не только свою родную школу, родителей, но всю Чувашию, всю Россию. Все пограничники знают, на всех заставах, в отрядах пограничных знают наших земляков, Руслана Желудкина. Вот здесь сидит мама нашего героя, Александра Константиновна, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Действительно, пограничники первым принимают бой. Они стоят на первых рубежах. И это настоящие люди, это элита силовых структур, вооруженных сил и других силовых структур. Пограничникам идет особый отбор, поэтому очень приятно, отрадно, что из Чувашии пограничные войска отбирают очень много людей. Потому что ребята из Чувашии надежные. Я еще раз уже, наверное, не увижу до 28 мая, вас не увижу. Заранее поздравляю с Днем пограничников. Спасибо большое. Ну давно на турнире, третьем турнире пограничников увидимся. Не хочу вас утомлять. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анатолий Борисович. С представителями товарищества «Сыны Отечества» очень плодотворно сотрудничают многие школы города, в том числе администрация и учащиеся средней общеобразовательной школы номер 62 города Чебоксар. Учащиеся этой школы подготовили литературно-музыкальную композицию. Капитаны, поэтам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвящается. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков. И будут жаловаться за милым, что не родились в те года, как когда звенела и дымилась на берег рухнувшая вода. Они нас выдумают снова, касаясь сажей, твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах плохие песни мы сложили о поразительных делах. Ветер, что устал по свету рыскать, под стеной ложится на покой. Я мечтаю о далеком Фриско и о том, как плещется прибой. И когда-нибудь лихой погодкой будет биться в злобе ураган, и я приду с взволнованной походкой к тем, маня читанием берегам. Я приду через чужие страны, через песни дней и гром стихий. Я приду, чтоб взять у океана смех и солнце, друга и стихи. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флибустерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. В флибустерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. И в беде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза. Ты увидишь, как в далеком море бригантина подымает паруса.
как в далеком море, бригантина поднимает паруса. Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел, тяжелым и прямым. Не все умрет, не все пойдет в каталог, но только пусть под именем моим потомок различит в архивном хламе кусок горячий, верный нам земли, где мы прошлись с обугленными ртами и мужество, как знамя, принесли. Павел Коган, поэт, погиб 23 сентября 1942 года. Возраст 24 года. Мы жгли костры и вспять пускали реки. Нам не хватало неба и воды. Прямой жизни в каждом человеке. Железом обозначены следы. Так в нас запали прошлого приметы. А как любили мы, спросите жен. Пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход изображен. Михаил Кульчицкий, поэт, погиб 19 января 1943 года. Возраст 23 года. Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитайте, как миф о людях, что ушли, не долюбив, не докурив последние папиросы. Когда б не бой, не вечные искания крутых путей к последней высоте, вы б сохранились в бронзовых вояниях, в столбцах газет, набросках на толсте. Николай Майоров, поэт, погиб 8 февраля 1942 года. Возраст 22 года. Дымится предрассветная дорога скупой дали. Вы что-нибудь спросите, Павел Коган, про корабли. Вне правил горячо пожмите руки, вы не один. Родятся ваши преданные внуки у бригантин. А детству не кончаться, а детству плыть шторма. Туда, где слово счастье невидимо пока. Туда, где океаны опасны и страшны, выходят капитаны из зарева войны. А если шторм опасен и неистов, держись, моряк. Настало время, Михаил Кульчицкий, поднять ваш стяг и дружбою огромную измерить короткий путь. До крови в горле веровать и верить, не утонуть. А детству не кончаться, а детству плыть шторма. Туда, где слово счастье невидимо пока. Туда, где океаны опасны и страшны, выходят капитаны из зарева войны. Когда-нибудь из самых жарких споров вернетесь к нам и улыбнетесь, Николай Майоров, своим мечтам. Друзей своих обнимете за плечи, почти как сталь. В тревожном нашем мире жить не легче, чем умирать. А детству не кончаться, а детству плыть шторма. Туда, где слово счастье невидимо пока. Туда, где океаны опасны и страшны, выходят капитаны из зарева войны. Мы жизнь свою проходим и итожим, опять рассвет. Вы стали нас значительно моложе, 17 лет. По времени свое оценим горе, его
слов обрез. Ну а с друзьями говорить и спорить не надоест. А детству не кончаться, а детству быть шторма. Туда, где слово счастье невидимо пока. Туда, где океаны опасны и страшны, выходят капитаны из зарева войны. Самое страшное в мире – это быть успокоенным. Славлю котовского разум, который за час перед казнью тело свое граненое японской гимнастикой мучил. Самое страшное в мире – это быть успокоенным. Славлю мальчишек смелых, которые в чужом городе пишут поэмы под утро, запивая водой ломозубой, закусывая синим дымом. Самое страшное в мире – это быть успокоенным. Славлю солдат революции, мечтающих над строфою, распиливающих деревья, падающих на пулемет. Это была театральная студия средней общеобразовательной школы номер 62, руководитель Галина Александровна Горбунова. Большое спасибо. А сейчас прозвучат песни в исполнении ветерана спецназа, участника боевых действий на Северном Кавказе Александра Егоровича Мингалева. С праздником Великой Победы, дорогие друзья! Я исполню свои авторские песни, которые написал на стихи поэтов, прошедших войны, Великую Отечественную войну и Афганскую войну, Чеченскую войну. Первая песня «Мальчишки уходили воевать» на стихи Ивана Акуничева, уроженца города Самары, ветерана фронтовика Великой Отечественной войны. Посвящается ветеранам фронтовикам Второй мировой войны. Мальчишки уходили воевать, зимой холодной прямо с парты школьной, оставив в классе вторых тетрадь с последней недописанной контрольной. Влюбленный в звезды и в луну, и в девичьи взъерошенные челки, мальчишки уходили на войну, завидовали им до слез девчонки, ни разу не успев поцеловать застенчивых веснушчатых ровесниц. Мальчишки торопились воевать, метель походную и пела песню, смотрели нежно девочки на них, остриженных безусых новобранцев, ладошками своими грея их, в чернилах перепачканные пальцы.
как серую солдатскую ушанку, а в руинах обучих небосвод. И Родина в том памятном году из-под заношенной смотрела шали, как сыновья бессмертия уезжали. Вагон холодный прыгнув на ходу. И Родина в том памятном году из-под заношенной смотрела шали, как сыновья бессмертия уезжали. Вагон холодный прыгнув на ходу. Святый память погибшим в Великой Отечественной войне и низкий поклон всем ветеранам-фронтовикам, выжившим, прошедшим пекло. К сожалению, их с каждым годом становится меньше. Обращаясь к молодежи, хочу сказать, завтра увидите ветеранов-фронтовиков, не забудьте сказать простое человеческое спасибо за то, что они защищали Родину, рискуя своей жизнью. Цените это. Спасибо. Следующая песня на стихи Александра Навазова, офицера-десантника, прошедшего Афган и Чечню. Эта песня связь трех поколений. Здесь и Великая Отечественная, здесь и седина молодых песня, здесь и Афганская война, здесь и Чеченская война. Песня называется «Седина молодых». Блиндаж, ты прости мне, Бог, что стреляет, шептал отче наш. Не кощунствовал я, здесь во всем виновата война. Свет осталось, друзья, но мне седина, седина, седина молодых. Это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны, седина боль утраты и радость побед. Седина открытый тост за тех, кого нет, 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 нет. Мне попалось поспать, обогреться и выпить вина, а приказ наступать. И в атаку зовет старшина. Сводный ранен в бою, вроде выбит ответь. Я неровно убью, чтобы хоть до утра уцелеть. Седина молодых, это метка войны, это жизнь за двоих, это страшные сны. Седина боль утраты и радость побед. Седина третий тост за тех, кого нет, 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 нет. Долг мы выполним свой, и не хуже отцов. Честно встретит любой взгляды фронтовиков.
так все. Тот эскадру вел отважно, тот солдат, тот славный князь. Дел узор плетали важный в историческую вязь. В сердце каждого потомка оставляли яркий свет честной службой, битвой громкой, славой доблестных побед. И открытием научным, и правлением с умом, и стихом красивым, звучным, светлой жизнью со Христом. Нить истории прекрасна, злаком добрых, славных дел. Жизнь того лишь не напрасна, за отчизну кто родил. Память о Великой Отечественной войне и героях нашей Родины не подвластна времени. Бережно хранима и передаваема из поколения в поколение, она переживет века. Вы – поколение потомков победителей. 70 лет со Дня Победы, но фашизм снова поднимает голову. Мы сохраним, отстоим нашу победу, если продолжим ее дело во имя памяти тех, кто гордился нашей Родиной, любил ее и отдал за нее жизнь. Будем же достойны наших героев и верно продолжать их великих свершений. С праздником Великой Победы! Победы, который был от нас далек, как в костре потухшем. Были горсты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, смотри, этот день победы. Это наш праздник, седьмой леса. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Благодарим всех за внимание, за участие. Всего доброго, с праздником! Перегизмах паянге сяк кун бирге галзы бардыр кашны бир кенеге агинде курдум бар. Мен галма булдарадыр. Паян пирин шутлада пиде пызгиш пульже. Кунда Чуваш национальной библиотекинде куштарына мускаран келіне офицерден. Кунда библиотека раштеген шинтем туда Щербу районжен опытный школаран келіне вренегензем директор музей руководителя бізден пірле худшында и бір шиндеру көне яжібе пызык мероприятий тердімір. Бұл шығынна пирин чаплы индешпе Александр Григорьевич Викторовқа. Александр Григорьевич Викторов, он генерал-полковник, пограничный войска служит тут. Хын пурнышнче пиди лайх хварна след. Ер хварна. Между тем, что было, что член, что служит тут, пурчите он же только лайх смысл калача. Вол кстати на меня халах вол чуваш халахем. Пулдарат лайк штеме, лайк служитума, и пулма пулдарат, и хын, мне господи, чилдемжен, лайшин пулма пулдарат. И жетума, блядь, врачта кашкардамар, а с урых с Максимбе. Шамада на пурте юратном, я пошла, пирн, шак, мероприятие худшинжиш, намай, мускаравлен чеваш аджиздем, курсантцем, терлерен, шар академия день, училище день, ебер шлада земжен ку мероприятие пил лайф будет зам коучиш, шак Виктор был пример бе, менде шинен пурмала, менде шулты табымала. Шамада шлада шагимбек мероприятие кирлемзем, полжащем пурнеде. Ватизне туйма пурнышчи ахалмарица кайндезе шутлама
среднее поколение бізден продолжить ветеранден ішіне бітірмелі мәртеді, ашармықсен күраші мілі пулмалла пұрныша. Шытлады, шамбада пирна организация, наверное, и малада торжать шаймак, худшынма шаймак ишсенже. Геннадий Александрович, вот еще одна книга про наших генералов, выходцев из Чувашской земли. Сколько еще осталось книг написать? Какие еще планы у вас? Значит, я хочу сказать, что в этой книге не только генералы. Здесь рассказано о 23 участниках войны и о 10 военнослужащих, которые сейчас проходят службу в рядах вооруженных сил. В этой книге рассказано о 23 участниках войны. Это наши отцы, деды, которые победили фашизм, немцев. Эти участники войны, некоторые живы, я с ними встречался. Часть материалов мне дали в 3-й школе. Часть материала я собирал, будучи у ветеранов, Чебоксарских в Совете ветеранов. А также в этой книге рассказано еще о 10 военнослужащих, которые сейчас проходят службу и которые отслужили. Эти 23 человека, которые прошли войну, совершили героические подвиги на войне, они достойны того, чтобы о них сохранить память. Книга предназначена в первую очередь для молодежи, для школьников. Я думаю, они будут материалы использованы на уроках. Вот. Сегодня на нашем мероприятии здесь, где мы чествовали одного из славных сыновей чувашского народа, генерал-полковника Викторова. Таких генералов у нас мало в звании генерал-полковника. Я хочу сказать, что это первое мероприятие, которое было среди нас организовано, среди сынов Отечества, при поддержке, при организации Национальной библиотеки. Инициатива была проявлена офицером, полковником Мясниковым Александром Германовичем. Это была его идея, и зал, в том числе и я, думаю, что нужно поддерживать. Зал считает, что нужно такие мероприятия поддерживать, организовывать. И поэтому у меня есть такое предложение. На сегодня у нас в Чувашии выходцев 143 генерала. Вот они получили звание еще до войны, многие получили войну после войны. И в сегодняшний день тоже люди служат, получают воинское звание генерала. Таких людей 143. И я думаю, они все достойны того, чтобы, как сегодня, про них снять фильмы, организовать снятие фильмов, сбор материалов, обобщить видеоматериалах. Я, само собой, имеется в виду и в виде книг. Хочу сказать, что о героях, о генералах не так много материалов у нас напечатано. Я сейчас как раз вот занимаюсь, собираю материалы о них. И каждый из них достоин того, чтобы сохранить память в виде книг, в виде фильмов. И все это нужно для молодежи, для нас. Как говорят, если